الله أكبر الله أكبر. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. 57-й грех. Саббу акабир ас-сахаба. Ругать сподвижников. Рады Аллаху анхум. Аллах субханаху ва тааля в Коране во многих местах восхвалил сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Например, в суре Анфаль, 63-м аяте, Аллах Тааля говорит: «Ваалляфа байна кулубихим». И Аллах Субханаху ва Тааля сплотил их сердца, сделал их сердца дружелюбными друг друга, то, что они любили друг друга. И это является восхвалением сподвижников, восхвалением того, что они долюбили друг друга. «Лау анфакта ма фил арди джами'ан ма аллафта байна кулубихим». Если бы ты потратил все, что есть на земле, и Аллах не захотел бы этого, то ты бы не смог бы объединить их сердца, говорит Аллах Тааля. Но их сердца были объединенными. И это восхваление сподвижникам, которые были с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, то, что они любили друг друга. «Валякинна Аллаха аллафа байнахум». Однако Аллах тот, кто объединил их сердца. И, объединившись сердцами, объединил их сердца на истине, и они стали помощниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его последователями. В суре Тауба, 20-й аят, Аллах Тааля говорит: «Алладина аману», те, которые уверовали, «Вахаджару», и переселились, «Ваджахаду», и сражались, «Фи сабилиллях», на пути Аллаха, «Би амвалихим ва анфусихим», своим имуществом, своими силами, «А'заму дараджатан инда Аллахи ва уляйка хумуль фаизун». Они выше наградой, выше положением. И они перед Аллахом, они высшим положением, высокое положение занимают. «Ва уляйка хумуль фаизун», и они те, кто преуспели. И это все про сподвижников. Также Аллах Субханаху ва Тааля в суре Анфаль, 74-м аяте говорит: «Валладина аману вахаджару ваджахаду фи сабилиллахи валладина авау ва насару». Те, которые уверовали и переселились, и сражались на пути Аллаха, это мухаджиры. Мы знаем, что мухаджир — это те, которые переселились. И Аллах Субхану ва Тааля их восхвалил. Потом переходят в другую группу, говорит: «Валладина авау ва насару». И те, которые приютили этих мухаджиров и оказали им поддержку, помощь, уляйка хумуль му'минуна хакка, они истинные верующие. Восхваление от Аллаха этим сподвижникам. Те, которые переселились, говорит, и те, которые помогли им, когда те переселились, приютили их. Ляхум магфиратун, им будет магфира, прощение. Варизкун карим, и щедрый ризк. В суре Анфаль, в той же суре, в продолжении Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валлазина аману мин ба'д вахаджару ваджахаду ма'акум фа уляйка минкум». А те, которые переселились позже, но присоединились к сподвижникам, то они из вас, говорят, из сподвижников. Те, которые когда переселились, и те, которые когда те переселились и помогли, и еще те, которые пришли после, тоже из их числа, говорит Аллах Тааля. Восхваляет их. В суре Тауба, в 88-м аяте, Аллах Тааля говорит: «Однако посланник и те, которые уверовали с ним, сражались своими имуществом, своими силами, анфусихим, своими душами, телами. Уляйка ляхум аль-хайрат».
им будет блага. Ва уляйка хумуль муфлихун, и они преуспевшие. А'адда Аллаху лахум джаннат, Аллах приготовил им джаннат, сады, в которых текут реки, и в которых они будут халидин, вечно. Заликаль фаузуль азим, это является наивеличайшей победой. Восхваление опять этим же сподвижникам. Аллах Субханаху ва Тааля в суре Тауба в 100 аяте говорит: «Вассабикуна аль-аувалуна миналь мухаджирин валь ансар». Те, которые первые из мухаджиров и ансаров, которые преуспели, которые обогнали всех, и те, которые последовали за ними, Аллах доволен им. Рады Аллаху анхум. Вараду анх. И они довольны им. Аллах приготовил им сады, в которых текут реки, в которых они будут вечно находиться, и это является наивеличайшей победой. В суре Ахзаб, 23 аяте, Аллах Та'аля, восхваляя сподвижников, когда они оказались в трудных ситуациях, сподвижники, восхваляя их жертвенность, этих сподвижников, Аллах Та'аля говорит: «Миналь му'минина риджалун». Среди верующих есть мужчины. «Садаку ма ахадуллаха алейхи». Они были правдивы в том обещании, которое дали Аллаху. В суре Фатх, 18 аяте, Аллах Та'аля говорит: Аллах доволен теми верующими, которые дали тебе присягу под деревом. Знаем историю, да? Потом был заключен Худайбия, договор. И говорит, и там было около 2000 сподвижников, которые присягнули пророку, саллаллаху алейхи вассалям, то, что бы ты ни сделал, мы с тобой окажем тебе поддержку и помощь. И вот Аллах Субханаху ва Тааля всех этими сподвижниками сказал: я доволен. Фа'алима ма фи кулубихим. И Аллах знает то, что в их сердцах, ту веру, которая находится в их сердцах. И Аллах ниспослал им сакина, спокойствие, и вознаградил их ближайшей победой. Аллах Та'аля, восхваляя мухаджиров, говорит: и бедняки из числа мухаджиров, которые покинули свои дома, свои имущества, ради чего? Ябтагуна фадлям мин Аллах, желая довольствия Аллаха, желая Его милости. Ваянсурун Аллаха ва расулях, и оказывают поддержку Аллаху и Его посланнику. Уляйка хумус садикун, они являются садикун, правдивыми. Аллах Субханаху ва Тааля, дальше продолжая аят в суре Хашр, говорит, восхвалил мухаджиров, тех, которые переселился, потом восхваляет тех, которые... Мухаджиров он назвал то, что они покинули свои дома, свое имущество, желая милости и довольствия Аллаха, и то, что они оказывают поддержку религии Аллаха. Восхваляя ансаров, Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Аллазина табауад дара валь имана», те, которые обосновались в Медине и укрепились в своей вере, обосновались до мухаджиров в этой Медине. «Юхиббуна ман хаджара илейхим», они любят тех, кто переселяется к ним. Аллах Субханаху ва Тааля знает то, что в сердцах. То есть историк какой-нибудь может сказать, они ради какой-то выгоды. Аллах Субханаху ва Тааля сказал, то, что нет никакой не ради какой-то выгоды, а то, что они любят их. «Валя яджидуна фи судурихим хаджатан мимма уту». И они не находят в своих сердцах зависти. Нет у них зависти, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, одарял мухаджиров большими трофеями, чем ансаров. Иногда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мухаджирам давал больше, чем ансарам, и при этом, говорят, у ансаров не было никакой зависти к этому. «Ваюсируна аля анфусихим», и даже больше они отдают предпочтение над собой этим мухаджирам. «Вама юка шуха нафсихи фа уляйка хумуль муфлихун», и те, кто
избавился от зависти, от скупости, то те, говорят, те, кто преуспел. Они являются теми, кто преуспел. И это восхваление опять ансарам. Аллах Субханаху ва Тааля говорит про сподвижников: в этот день Аллах не опозорит пророка и тех, кто уверовали вместе с ним. Их свет будет перед ними и справа. И они будут говорить: «Раббана атмим ляна нурана». О Господь, увеличь нам наш нур и прости нам наши грехи. Иннака аля кулли шайин кадир. Ты над всякой вещью мощен. Вот это и еще очень-очень много восхвалений Аллаху Субханаху ва Тааля этому веку, этой группе людей. И поэтому порочить их как-то, это является очень большим грехом и даже может привести к куфру в некоторых вопросах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Аллах Та'аля: «Ман ада ли валин факад аазантуху биль харб». Тот, кто враждует с близким ко мне человеком, тому я объявлю войну. А мы увидели из аятов, что сподвижники были одни из аулия Аллаха, были аулия Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля тасуббу асхаби», не ругайтесь моих сподвижников. «Фаваллази нафсу Мухаммадин биядихи», клянусь, в чьей длани душа Мухаммада, «Лау анфака ахадукум мисля ухудин, захабан ма балага мудда ахадихим валя насифаху». Если кто-либо из вас потратит на пути Аллаха золото, сухут, гору, то это не достигнет в награде даже один муд сподвижников, или даже его половину, говорит, или даже половина этого мудда. Также от Аиши, рады Аллаху анха, приводится: «Умеру биль истигфар ли асхаби Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям фасаббухум». Им было велено, когда увидела Аиша, когда начали вот эта смута произошла после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во время Усмана, потом Али, и кто-то начал порочить сподвижников, и она сказала, им было велено просить прощения за сподвижников, а они начали их ругать, порицать. Им было велено истигфар делать, а вместо этого они начали их порочить. Также в хадисе приводится, это хадис хоть слабый, но у него очень много цепочек, очень много версий передачи. И говорится: тот, кто порочит моих сподвижников, то ему проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. И Аллах не примет у него ни фарза, ни нафля. Приходит вот такое предостережение от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Али, рады Аллаху анху, говорил: клянусь тем, кто взрастил зерно, то есть раскрыл зерно. Мы знаем, землю, если посадить, она сначала ломается от того, что произрастает. Вот, говорит, кто взрастил это зерно и создал душу, клянусь им. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мне сказал, говорит: тот, кто тебя будет любить только верующий и ненавидит только мунафик. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: Али, тебя будет любить только верующий и будет ненавидеть только мунафик. А мы знаем, что есть еще сподвижники, которые выше Али. Это Усман, это Умар, это Абу Бакр. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, такой говорит Али, то про этих сподвижников тем более. Также приводится то, что Умар и Али наказывали плеткой тех, кто говорил, что они лучше Абу Бакра.
если кто-то говорил, что они лучше Абу Бакра. Однажды Джарут ибн Муалля аль-Абди сказал: Абу Бакр лучше, чем Умар. А другой сказал: Умар лучше, чем Абу Бакр. И это достигло Умара, и он взял свою известную плетку, у него была плетка известная, и сподвижники говорили: вот эта плетка, говорит, была страшнее меча врагов, говорит. Плетка Умара страшнее меча врагов, говорит, была для мусульман. И он вот свою известную вот эту плетку взял и наказал этого человека. И сказал: Инна Абу Бакр, поистине Абу Бакр был сподвижником посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Тот, кого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, избрал, чтобы для переселения с ним в Медину. И он был лучше нас в том-то, и начал обучать плеткой и повторять вот эти слова. Такой же приходит и такие же слова приходят и от Али, рады Аллаху анху, очень-очень много во многих путях. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман кали ли ахихи я кафир», тот, кто скажет своему брату: «О кафир», то это возвратится одному из них. То есть, если человек, твой брат, недостоин этих слов, то это предупреждение тебе, то, что по причине этого ты можешь впасть в куфр. То есть Аллах субханаху тааля может по причине этого греха сделать так, что ты сам станешь кафиром. То есть это предупреждение от Аллаха субханаху тааля, от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также 58-й грех, это в отдельности про ансаров. Это если кто-то порочит ансаров. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: аятуль иман, признаком имана является хуббуль ансар, любовь к ансарам. Ва аятун нифак, а признаком лицемерия является ненависть по отношению к ансарам. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, про них сказал: ля юхиббухум илля му'мин, их любит только верующий и ненавидит только мунафик. То есть нету чего-то третьего. Ученые единогласны во мнении, то, что тот, кто порочит, то есть не выводя в куфр сподвижников, тот является фасиком. И совершившим очень большой грех. А тот, кто считает их неверующим, кто считает сподвижников неверующими, то тот говорит это, впал в неверие. Как Али аль-Кари говорит: «Ман сабба ахадан минас сахаба», тот, кто порочит кого-либо из подвижников, он фасик. Ва мубтади' билиджма', то есть с единогласным мнением ученых он является фасиком и является бидаатчиком. Если только он не считает это разрешенным, говорит. Или не считает, что за это будет какая-то награда за то, что он порочит сподвижников. Или считает какого-либо из сподвижников или сподвижников неверующим, то единогласные ученые во мнении, что этот человек выходит из ислама, если он считает неверующим сподвижников. Также сказали это про отдельность, про Аиша. То есть есть группа людей, которые Аиша
и сейчас очень много роликов даже распространяется, даже переводят их на русский, где говорится, что Аиша, она та, кто совершила зина. Хотя Аллах Субханаху ва Тааля в более 10 аятах, в которые приходит в суре Нур, оправдал ее. И ученые сказали, если человек продолжает это делать, хотя в аяте пришло, то он противоречит аята. А Аллах Субхану Тааля говорит, что она невиновна, то, что она не совершила, то, что это было явной ложью, в котором большинство верующих не сомневалось, что это является ложью, и сказал, и Аллах Субхану Тааля указывает то, что это усбатун минкум, то есть это группа человек от 3 до 9 только, которые из верующих распространяли вот это и считали, что это правда. То есть 1000 мусульман верующих считают это явной ложью, и какая-то группа считала, что она совершила и распространяла вот это. И то среди них были те, которые распространяли это только, чтобы помочь каким-то людям. И тот, кто поддерживает в этих, и Аллах Субхану Тааля потом оправдывает Аиша, и тот, кто после этого, после того, как Аллах Субханаху ва Тааля оправдал Аиша, говорит, что она совершила зина, то, что она является неверующей, то это что? То это то, что выводит человека из ислама, так как он явно противоречит Корану. Явно противоречит Корану. Также надо указать, то, что очень важно для того, чтобы любить сподвижников, изучать их жизнь, так как и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и ученые после него, и табиины брали вот эту жизнь сподвижников как одно, и слова сподвижников, как одно из доказательств ислама. То есть они были одними из первых, те, которые узнали, изучили религию от самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому ученые прилагали усилия для того, чтобы собрать их жизнеописания, для того, чтобы собрать их высказывания. Есть отдельные книги, в котором именно собраны не хадисы, не только хадисы, а именно высказывания сподвижников. Обычно эти книги называются мусаннаф. Например, Мусаннаф ибн Аби Шейба называется, там Абдур-Разак, там вот такие сборники, очень большие, объемные сборники, и там вот приходят высказывания сподвижников. Есть книги, в котором есть жизнеописание сподвижников, и вот это мусульманину надо изучать. Во-первых, в их истории есть именно то, как они практиковали ислам, то, как они понимали ислам, то, как они передавали этот ислам. И в этом есть польза для нас. И также есть их высказывания и их поступки, поэтому в первую очередь, конечно, надо изучать жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и также надо, как в школах обучают там всяких поэтов, как мы изучаем историю, то были богатыри, были, как описал их один римский полководец, после того, как к нему шпионы пришли и сказал, мы их никогда не победим, они монахи ночью и всадники днем, сказали. То есть когда шпион зашел в лагерь мусульман и увидел, один читает Коран, другой намаз читает, третий зикр делает ночью. И сравнил свой лагерь, что они там делают. И сказал, мы их никогда не победим, говорит. Они, говорит, монахи ночью и всадники днем, говорит. То есть днем проявляют усердие, стараются, все делают, а ночью поклоняются Господу искренне в этом своей религии. А у них половина, больше половины людей не найдешь их
в этом положении. И поэтому в какой бы группе не было бы сподвижников, если в какой-либо группе был хотя бы один сподвижник, то она никогда не проигрывала. И за баракята того, который Аллах Субхану Тааля дал им. Поэтому не то, что их там ругать, говорить что-то плохо про них. Особенно вот бывает, когда вот читаются вот эти смуты, которые произошли. Да, мы изучаем эти смуты, но при этом что? Не должен мусульманин проявлять такой героизм в том, чтобы определять и ругать какую-то из сторон. То, что произошло там между сподвижниками. Это была смута. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах Субхану Тааля в Коране предупредил про эту смуту, что будет. И сказал, если две группы мусульман будут сражаться, то, говорит, помирите братьев. Помирите братьев, сказал. То есть назвал их братьями в религии, не вывел их в неверие Аллах Субхану Тааля. И поэтому нам тоже стоит поступать таким же образом и любить их. А чтобы любить, кого-либо любить, мы должны знать его. Если мы хотим любить Аллаха, то мы должны знать, кто такой Аллах, какие у него имена есть. Это обычно через его имена и качества, так как он себя описал в Коране. И если хотим любить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и говорим, мы любим пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но в большинстве случаев это как бы слова только. Потому что когда какая-то бывает приходит тяжесть, как Аллах Субхану Тааля говорит, «Ваминан наси», и среди людей есть кто говорит, «Аманна биллях», мы уверовали в Аллаха. «Фаида удия фи сабилиллях», а если им придет какая-то трудность на пути Аллаха, «Джа'аля фитнатан наси ка'азабиллях», они вот эту фитна, которая с людьми происходит, делают равным наказанию Аллаха, говорит. Как будто бы их постигло наказание Аллаха. То есть сразу сдаются. Почему? Потому что, что? Нет у них в сердцах, по правде, любви. На словах все только. А чтобы любовь была по правде, чтобы ты, когда узнаешь, что что-то является халялем, что-то является харамом, чтобы ты придерживался это, то есть любовь это то, что дает нам направление, как я уже говорил. А чтобы это появилось, надо знать, кто такой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Если у тебя невежество по отношению к нему, сколько бы ты бы ни сидел и не говорил бы, я люблю пророка, я люблю пророка, я люблю пророка, то что? Это не поможет тебе. Это не поможет тебе в любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Чтобы любить кого-то, надо знать его. И то же самое. Хочешь любить Аллаха, и это побуждаемое дело также, надо изучать, кто такой Аллах. Хочешь любить пророка, надо изучать пророка. Хочешь любить сподвижников, а Аллах Субхану Тааля и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывает к этому, изучи их. Изучи их, и тогда появится любовь к ним. И тогда будет любовь к ним твоя правильной. И не просто каким-то высказыванием, хотя даже это высказывание является, что то, к чему побуждает ислам. То есть начало пути заложено, и осталось только укрепить это. И поэтому читайте книги, есть книги, очень много написано, поэтому надо чуть-чуть научиться читать, научиться слушать. И, иншаллах, Аллах Субханаху ва Тааля даст. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу. الله أكبر الله